1 октября 1966 года. Эта дата, наверное, всем нам знакома. Мы с Большим и раньше уже, наверное, ждали этого события, когда в нашей стране, в нашей республике откроется республиканская детская библиотека. Но она родилась не на пустом месте. Республиканскую библиотеку создали костяк первого отдела Национальной библиотеки по работе с детьми. И там работали все наши первые товарищи. Заведующая была Колмогорова Надежда Николаевна. Там работали Попова Татьяна Николаевна, Суранова Валентина Дмитриевна. Да, не на пустом месте. Все со своим фондом они переехали в здание Преображенской церкви, где вот нам дали это помещение под детскую библиотеку. Это было в начале, первый год особенно, был очень трудным, потому что надо было создавать книжный фонд. Без конца писали маленькие карточки и расставляли их по всем этим, чтобы знать, как учет вели, регистрацию фонда вели. И вот когда началось открытие, торжественное открытие работы с детьми, то это было большое событие для нашего города. Первый наш директор, Шапунова Зинаида Александровна, она сама ленинградка, но много времени работала у нас в Якутии, и когда вышла на пенсию, ее назначили директором Республиканской детской библиотеки. Это была суровая женщина, может быть, суровая для нас, но это тоже сыграло большую роль в том, что она была очень хорошим организатором, очень любила дисциплину, и поэтому коллектив сразу же вошел в рабочий ритм. Зинаиде Александровне мы можем сказать большое спасибо за то, что она создала первый костяк Республиканской детской библиотеки. И очень заботилась о том, чтобы кадры были у ней крепкие, достойные, хорошие и, главное, профессионалы. И поэтому, как только она стала работать, она сразу же отправила учиться наших девочек, Кирову Галину Андреевну, Горбунову Валентину Николаевну, Парникову Зою Афанасьевну в институты. И девочки достойно закончили этот институт и вернулись обратно к нам. Даже трудно поверить, что когда создавалась детская библиотека, то я помню вот так, что всего-то было там 10-11 человек. Но через полгода библиотеку уже было не узнать. Появились наши первые долгожданные ласточки, как мы их называли. Прилетели из Бурятии после окончания института. Долорес Дархановна Ладаева, Савык Даршиевна Замураева, Тамара Богдановна Тараканова. И знаете, жизнь сразу оживилась. Ведь они только что окончили институт, и все новинки, все, что они хотели притворить, они могли, для них было большое, широкое поле деятельности. Ну, мне хотелось бы вспомнить еще о самых первых наших библиотекарях. Надежда Николаевна Колмогорова. Степенная, высокая, красивая
женщина. Никогда не повысит голос, но стоит ей поднять глаза, и ты уже трепещешь. Надежда Николаевна возглавляла отдел обработки. И вот как только не зайдешь к ним в отдел, там была очень такая сердечная обстановка. Несмотря на то, что у нас очень строго запрещалось даже говорить громко, а то смеяться тем более. А мы все были молодые, смешливые. Нам было это как-то немножко не по себе, и вот мы отходили в кабинете у Надежды Николаевны. Надежда Николаевна по-особому к каждому подходила. С каждым она говорила, и она была до конца, пока работала в своей жизни, председателем местного комитета профсоюзов. С ней вместе работала Сантаева Мария Егоровна. Сантаева Мария Егоровна, но она комсомольско-партийный, скажем, такой работник. Она окончила культпросвет училище, а потом уже вот поступила заочно в Институт культуры. Поступить в институт заочно, работать, имея 3 детей, я думаю, это очень трудно и очень сложно. Но это она всегда как-то выходила из этого положения, всегда была добродушной, веселой, всегда у нее хорошее настроение, которое передавалось и нам. Наверное, ей во всем очень помогала Клавдия Александровна Андреева, ее правая рука. Она и дома, она и на работе помогала Марии Егоровне. И это была такая взаимовыручка, что вот Мария Егоровна смогла вовремя окончить институт. Идем дальше по храму нашему, по Преображенскому храму. Это длинный темный коридор. Он совсем очень плохо освещался, и людям с плохим зрением это было очень-очень трудно. И столько нам порассказали, что там ходят всякие привидения, шелестят бумагами, что мы мимо этого прохода всегда пробегали бегом, никогда не ходили шагом. И вот крутая лестница, узкая, и мы, святая святых наших, в читальном зале отдела обслуживания. Я пропустила абонемент, об этом я поговорю попозже. Читальный зал, тишина, мирно трещат дрова. Было у нас там 2 печи, стояли круглые столы, и на каждом круглом столе зеленые лампы. Ну, не зеленые лампы, Ильича светила детям. И знаете, стать читателем читального зала, это было не так уж просто. Дети приходили рано, утром, чтобы попасть в читальный зал и найти свое любимое место возле печки. Только потом уже перешли мы на горючее, газа тогда не было, на уголь, что было очень тоже, я думаю, вредно для здоровья. Запах угара, ну, хоть немножко, но все равно чувствовался. А хозяйкой этого прекрасного уголка была Валентина Дмитриевна Суранова. Очень скромный человек. Человек, который прошел всю войну. Была в авиации, она работала и доставляла патроны пулеметом. И вот она никогда об этом нам не рассказывала. Нам рассказал об этом ее сын Сережа, сын библиотеки.
Работала с Валентиной Дмитриевной и Галиной Андреевной Кирова, тогда Амосова. Да, тоненькая, хрупкая, с высокой прической, всегда нарядно одетая. Галя была прямо идеальным библиотекарем. Всегда она таким ровным, тихим голосом рассказывала, беседовала со своими читателями. Но если посудить, 300 человек в день, это ведь много обслуживать столько людей. И для всех каждое найдется приветливое слово, хорошая книга. Ребята приходили в читальный зал не только читать интересные книги, но и заниматься. Писали сочинения, доклады. Тогда книга была в большом почете. Чтобы достать какую-нибудь книгу хорошую, чтобы записаться на какую-то серию книг, надо вставать было в 6 часов утра. И вот возле Центрального кинотеатра как раз был книжный магазин там. И вот мы там стояли всю ночь, чтобы достать какую-то книгу. Времена идут, меняются. А вот я помню, что любовь к книге там была у нас очень-очень большая. И дети тянулись к ней, зная, что только при помощи книг они станут настоящими людьми. Ведь первый отдел первый отдел детской литературы при Национальной библиотеке не зря открылся в 1941 году, в самые тяжелые годы для страны. Все лучшее детям. И вот лучшее, конечно, это были книги для них. Это была отдушина, где они находили радость встречи с друзьями, где они могли отвлечься от суровой действительности, где они могли попутешествовать по странам. И все это можно было, сидя на стульчике перед зеленой лампой. Да, перед этим я хотела рассказать о самом близком мне человеке, о самом лучшем, я думаю, библиотекарем из всех библиотекарей. Это Олег Емельянович Маливанчук. Ох, как она любила книги, как она любила детей. Глаза ее светились каким-то светом необъятным, и дети прямо тянулись к ней. Она поддержит разговор на любую тему. Она всегда приветливая, улыбающаяся. А главное, она опекун всего отдела обслуживания. Никто не может сказать против или пойти против читального зала или абонемента. Хозяйка их была Олега Емельяновна Маливанчук. Она до слез отстаивала наши права и наши обязанности. Олега Емельяновна была душой библиотеки. Она всегда знала, кому что, как подойти. Она знала, что если человек в плохом настроении, она и придет, подойдет, ласково погладит по плечу и скажет: ну дальше пойдем. А что это было у вас сегодня? Вы с кем это разговаривали? И вот разговор незаметно переходил на книги, и обо всем все забывала. Законы детской библиотеки были такие, что прежде всего любовь к детям. Второе – любовь к книге. Книга – это такое святое, что недаром, вот мы с большим интересом, сейчас ученые ищут старые книги, смотрят, изучают, по ним создается история нашей страны,
история нашего города, допустим, в данном случае. И мне кажется, что прав был Виссарион Григорьевич Белинский, который когда-то сказал: книги пишутся для воспитания, им решается участь человека. Библиотека была нашим домом в течение более 40 лет. Лично для меня вот эта вот дата, она огромная часть моей жизни и самая трудная, но, может быть, и самая счастливая пора моей трудовой, такой целеустремленной, напряженной жизни. Но, тем не менее, вот, поскольку представляется скоро юбилей Республиканской детской библиотеки, хочется, конечно, немножко отойти в прошлое и вспомнить те далекие годы напряженного и очень эмоционального труда. В 1971 году я поступила на работу в Якутскую республиканскую детскую библиотеку. Она находилась в двухэтажном деревянном здании по улице Федора Попова, где раньше находилось здание партпроса. Вот в этом здании, в двухэтажном, мы занимали 2/3 здания, часть правую половину, а левую меньшую часть занимала редакция пионерской газеты «Белембол». Вот в этом здании происходили очень интересные, замечательные мероприятия, встречи с писателями, встречи с авторами, встречи с разными путешественниками, которые приезжали иногда в нашу далекую холодную Якутию, и мы всеми силами старались соединить их с детьми, с нашими любимыми читателями. Хотя в те годы было очень трудно и с транспортом, и с дорогами, но тем не менее наша библиотека очень активно занималась пропагандой книг, пропагандой детской литературы. Мы старались изо всех сил побольше детей ознакомить и с новинками литературы, и с классикой русской детской литературы. Мы всячески старались детям провести интересные мероприятия на классных часах, на уроках внеклассного чтения, на уроках русского языка, литературы, потому что с учителями мы держали всегда очень-очень тесную связь. И многие учителя города, которые работали и в начальных классах, и работали русоведами в других классах среднего и старшего звена, они всегда обращались в библиотеку с очень иногда такими непростыми заявками. Например, для среднего старшего возраста книга в жизни Владимира Ильича Ленина. Вот попробуйте, как бы вы эту беседу составили. А книги в жизни Владимира Ильича Ленина – это была моя любимая тема, можно сказать. Якутская республиканская детская библиотека впервые открыла свои двери для юных читателей в 1966 году в здании бывшего, позже восстановленного Преображенского собора, который стоит на берегу реки нашего города Якутска. И первым директором этой библиотеки нашей была приехавшая в ту пору из Ленинграда специалист-библиотекарь Шипунова Зинаида Александровна. Она блокадница, она человек, окончивший культпросвет-школу в самом Ленинграде до войны. И она приехала, так сказать, по зову партии, по распределению в далекий Якутск, чтобы начать здесь вот это благородное дело по привлечению детей к книге, к культуре, к чтению. И вот эта Зинаида Александровна, женщина очень волевая, решительная, она, буквально говоря, железной рукой стала проводить свои намерения, свои планы, свои цели в жизни нашей республики. И вот поэтому, если раньше детский отдел был при бывшей Пушкинской библиотеке в маленьком закуточке, то вот благодаря напору Шипунова Зинаиды Александровны выделили ей целое здание, вот теперешнюю церковь.
И вот в этой церкви я еще, конечно, не работала в ту пору, потому что я работала, когда библиотека переехала в здание партпроса на Федора Попова, но тем не менее я была со всеми знакома, с первыми нашими библиотекарями республиканской библиотеки, которые начинали свою трудовую деятельность под руководством вот этой замечательной, очень интересной женщины. Это были Уладаева Дора, это была Ригзино Тамара, это была Бураева Ольга. Эти были те первые специалисты, которые приехали после Улан-Удэнского института культуры, и они начали работу в только что созданной республиканской детской библиотеке. И когда они переехали уже вместе с книжным фондом, со всеми вещами, с мебелью, вот в здание бывшего партпроса, вот туда я поступила работать. И вот я, так сказать, была свидетелем вот этих вот начинаний, вот этих первых командировок, вот этих первых методических разработок, всего того, что вот только-только начиналось в жизни библиотечного дела в нашей республике. Наш высокий светлый дом библиотекой мы зовем. Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят. Дружок, скорей спеши сюда. Наш книжный мир открыт всегда. Для тех, кто хочет много знать, мы просим звать читать, читать, читать. Вот такие слова мы всегда вывешивали на самое видное место для всех тех, кто хотел бы прийти в читальный зал, в абонемент, кто хотел бы взять книжку на дом или почитать здесь самые интересные, самые редкие книги, потому что в ту пору не было ни телевидения, не было никаких современных технологий, чтобы иметь информацию иначе, чем только из книги или из печатного слова. Поэтому книга для нас была это настоящий флаг и знамя наших всех работ, наших всех тревог и так далее. Одной из ярких встреч с нашими советскими детскими писателями была встреча с Сергеем Владимировичем Михалковым. Он приехал в нашу Якутию, и, конечно, первым пунктом в его посещении было посещение нашей республиканской детской библиотеки. К этой встрече мы все очень здорово готовились. Эта встреча происходила на уровне правительства, на уровне министерства и директоров. Поэтому мы выполняли только вот необходимые приготовления и приготовили наших читателей к этой встрече. Пригласили очень много детей. Полный зал, который вмещает больше 160 детей, был полон детьми, и даже ставили приставные стулья и скамейки. Столько много было желающих повидаться вживую с настоящим советским классиком детской литературы. И вот произошел исторический момент. В зал входит Сергей Владимирович Михалков, все дети встают, дружно хлопают и овациями провожают его к нашей небольшой маленькой кафедре. И вот он вошел. Высокий, стройный человек, даже не скажешь, что он уже очень в преклонном возрасте тогда уже был, совершенно седой, но седина ему очень шла, благородной внешности, в очках. И он стал говорить своими же стихами, те самые стихи, которые каждый ребенок знает. И все дети тоже стали дружно ему повторять, и получилось целое как бы хоровое чтение его стихов. Михалков был очень прост в обращении, он сразу сошел с этой кафедры, с трибуны, подошел вплотную к детям, стал с ними общаться, разговаривать, и даже взрослым было невозможно к нему подойти, потому что он был весь окружен детьми. Он говорил, немножко заикаясь, но тем не менее его негромкий глуховатый голос раздавался по всему залу. Дети ловили каждое его слово, и мы в том числе. Мы все были очарованы обаянием вот этого замечательного, талантливого поэта Сергея Владимировича Михалкова. И хочется еще сказать про другую встречу с другим советским писателем детским. Это был Сергей Иванов. У него были совсем не очень, так сказать, известные произведения детские для младшего школьного возраста, в основном почти что для дошкольников даже. Но эти книги, тем не менее, всего две небольших таких книжечки, тоненьких обложках мы выискали у нас в библиотеке перед тем, как он приехал. Тщательно изучили вот эти его небольшие рассказики о природе, о животных и пошли с подготовкой, точно так же, как мы готовились к Сергею Михалкову, мы пошли по школам агитировать детей, чтобы они прочитали вот эти книги от этого Сергея Иванова. И мало того, что дети прочитали эти книги, они нарисовали рисунки к этим книгам. И когда была встреча
Сергеем Ивановым полный зал был детей-читателей, и эти дети-читатели завалили его своими рисунками. И он был так шокирован, в хорошем смысле, он был так растроган, он не ожидал увидеть такой реакции на свои вот такие, так сказать, книжки, которые, в общем-то, были не так уж сильно известны по сравнению с Сергеем Михалковым. Вот эта тоже встреча мне очень запомнилась, потому что учителя, у которых есть в программе и Михалков, Маршак, Барто, другие писатели, Сергея Иванова не было в программе их чтения, но тем не менее мы, библиотекари, так получилось, что мы сделали такую работу, такую пропаганду, что дети стали его книжки читать и написали свои отзывы, и нарисовали веселые хорошие картинки красочные, что автор был полностью поражен. То, что дети, оказывается, его знают, оказывается, его читают, оказывается, даже рисуют к его книгам. И из этого случая все учителя потом говорили, вот что значит библиотекарь, который даже неизвестного писателя может сделать знаменитым на всю округу. Хочется также показать свои реликвии, которые я берегу всю жизнь. Перевожу эти свои альбомы из здания в здание, из квартиры в квартиру. Этот альбом «Отзывы и предложения наших читателей». Он начат в 1982 году. Здесь собраны фотографии нашего отдела. Я работала 12 лет заведующей отделом обслуживания младшего возраста, и за эти 12 лет вот собрала кое-какие материалы, фотографии, значит, отзывы, письма наших читателей и о том, как мы работали, о том, как они участвовали в мероприятиях и как они отзывались о нашей работе. Тут фотографии наших первых работников. Вот Галина Владимировна Капранова, вот Лидия Егоровна Корнилова, те, которые вот начинали тоже работать в моем отделе. Тут очень много разных отзывов, не только учителей и родителей, тут также пишут дети. Дети о том, как они приходили, читали, как они получали книги, как они общались с библиотекарем, как они рассказывали о прочитанном, что они запоминали, как они участвовали в викторинах, как они побеждали, как они... Даже у нас был аукцион книг сделан, аукцион книг, где вот по итогам знания ребенка прочитанного ему выдавалось... целая пачка хороших новых детских книг. Этот аукцион у нас происходил с очень большим ажиотажем, он был очень престижен в то время, и в нашем читальном зале было некуда яблоку упасть в это время, когда происходили эти аукционы, потому что книга в то время была очень и очень востребованным и дефицитным товаром, даже могу так сказать. Вот. И вот во время этого аукциона очень много детей вот отличились, и было очень интересно наблюдать, как они буквально сражались, чтобы получить заветную стопку книг себе в подарок за правильные ответы. Ну, очень много такого интересного. У нас и были разные и биологические, и разные ботанические конкурсы, и викторины по разным отраслям знания, юный химик, юный физик, это уже средний возраст. А для малышей, конечно, в первую очередь сказки, стихи, рассказы разные, и на нравственные темы в том числе. Детей мы учили, что такое хорошо, что такое плохо, как надо уважать старших, как надо относиться к младшим. Это все входило в круг работы библиотекаря тоже. Не только учителя, но и библиотекаря. Поэтому вот нас всегда ставили наравне с преподавателями. Поэтому я считаю, что библиотекарь в те поры, конечно, я сейчас про это не могу сказать, сейчас очень много все изменилось в жизни библиотекарей, а в ту пору, когда мы работали, это было самое главное – воспитать настоящего человека, эрудированного, грамотного, начитанного и порядочного человека. Вот такая у нас была задача вместе с учителем. Прощаясь, значит, с нашей библиотекой, уходя на пенсию, я всем хочу пожелать, тем, кто молодым, кто остался еще и работает, тем, кто еще придет, пожалуйста, дорогие мои, любите книгу, уважайте книгу, цените книгу и все равно заставляйте читать книгу наших детишек.